Как суслик спас калмыка? Суслик сыграл огромную роль в жизни калмыков. В голодные послевоенные годы, когда депортированные в Сибирь калмыки стали возвращаться на родину, чтобы восстанавливать разрушенную республику, мясо суслика спасало от голода многие семьи. В то время не было еды, чтобы прокормиться, и людям приходилось находить пищу в степи, промышляя охотой и ловлей грызунов. Но не у всех было ружье, чтобы отстреливать дичь. Тогда приходилось брать ведро воды и идти к ближайшей норке суслика и ловить его буквально голыми руками. В норку заливали воду и ждали, когда зверек выскочит. Как только голова грызуна выглядывала наружу, ловкими пальцами хватали за шею и бросали ведро. Ой, мы суслик много ели, весной особенно. Ой, на сусликах питались, жили. У нас был родственник Шерхтею, говорят. Дед такой хороший был, дед, бабушка из дяда, тетка наша. Шерхта принесет суслику. У него, моя мама говорит, у него, говорит, так хорошо получается суслику ловить, она не всем идет. У него тюглятина. Нажарят, мы все дети, соседи сядем вокруг стола, на полу круглый стол. И он так жарил, аж хрустом ели мы. В 1957 году мы в Червленном жили. Калмыки всегда как весна, так и идут с ведром ловить суслик. Сперва пойдут они, ведро наберут воды, зальют, суслик выходит, поймают его, приносят домой, варят как. Ну, как обычно отделывают, шкурка отделяют, шкурки сушили, из них потом даха называл, шубу шили. Суслики. Род некрупных грызунов семейства беличьих. Длина тела от 14 до 40 см. Образ жизни наземный. Живут колониями в норах, которые выкапывают сами. Внутри норы обычно имеется гнездовая камера, устланная сухой травой. Суслики известны своей привычкой при опасности вставать на задние лапы и издавать характерные свистящие звуки. На холодный период года впадают в спячку, продолжительность и временные рамки которой сильно зависят от географического положения. В культуре калмыков суслик играет немаловажную роль. Помимо того, что мясо суслика употребляют в пищу и многие блюда из этого зверька считали лакомым, суслик часто был героем устного народного творчества. А также суслик является вестником прихода весны. Уже давно существует поверье, что именно в день весеннего праздника Цагаан-Сар, белого месяца, суслик выходит из своей норки и свистит несколько раз. Это означает, что весна пришла и жизнь продолжается. Подобный праздник есть и у других народов. Помните знаменитый фильм «День сурка» с Биллом Мюрреем? Этот традиционный праздник в США и Канаде отмечают ежегодно 2 февраля. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны. Калмыки очень суеверны, и суслик для них символизирует древнюю надежду на то, что весна в степи все-таки наступит. Очевидцев этого явления, когда в день Цагаан-Сар суслик выходит из норки, никогда не было. Дата праздника каждый год разная и высчитывается по лунному календарю. В основном это в конце февраля, но все твердо верят, что так и происходит, и суслик действительно свистит свою весеннюю песенку, предвещая приход весны. Ведь, как говорят в Калмыкии, до сих пор его прогнозы были безошибочны. В советское время истребление сусликов решали на государственном уровне. Специально выделялись деньги на закупку шкурок и жира. Лучших заготовителей награждали денежными премиями и грамотами. В архивах некоторых газет и журналов сохранились рецепты приготовления суслика. Шкурки отправляли даже за границу. Окрашенный мех суслика имитировал норку и был очень востребован в советское время. Отловом сусликов в основном занимались дети, бегали по степи и ставили капканы. Мясо суслика очень жирное и питательное, много целебных свойств. Жир суслика, в отличие от прочих животных жиров, плавится при невысокой температуре, около 10 градусов. Содержит много йода и витамина Е. Кроме использования при выделке кожи, жир суслика имеет широкое медицинское применение. Обладая бактерицидным и согревающим эффектом, он полезен при бронхите и других заболеваниях дыхательных путей.
В качестве мази эффективно заживляет раны и ожоги, помогает бороться с целлюлитом и облысением. Прием внутрь укрепляет иммунитет, заживляет язву желудка и рекомендован даже в детском возрасте. Полезные свойства можно объяснить тем, что в течение сезонной спячки накапливаются биологически активные вещества в составе жировой прослойки. Суслик привередлив в еде, питается только чистыми и свежими полевыми растениями, корешками и травами, поэтому его жир имеет немало питательных и полезных веществ. Суслиный жир свободен от радионуклидов, совершенно не токсичен и безопасен для употребления. Готовить суслика можно по-разному. Можно употреблять в вареном, тушеном или жареном виде. Все зависит от вашего вкуса, но нужно обязательно предварительно отмочить тушку в холодной воде. Мясо суслика очень жирное и имеет своеобразный запах, но хорошо приготовленное мясо очень нежное и вкусное. В настоящее время калмыки уже давно не едят мясо сусликов, разве что как деликатес, что тоже редкий случай. Его мясо не продается в магазинах или на рынке, и если кому-то захочется попробовать суслика, то его нужно отлавливать в степи самому. Старые люди говорили, суслик, бульон, сусликов, бульон, это от всяких воспалительных процессов. Сусликом почти питались весной, когда уже ничего не было. Ну, весной же не каждый может резать там, поэтому суслик это такая вот, как бы сказать, поддержка была большая. Так суслик спас калмыцкий народ от голодной смерти.